Знание родного языка – это проявление подлинного чувства национального достоинства и высокого этнического сознания. А родной язык – великая ценность. Он является главным инструментом сохранения и развития духовной культуры народа. И поэтому очень важно знать не только сам язык, но и его историю. Выставка, посвященная истории ингушской письменности, организована сотрудниками научной библиотеки Ингушского государственного университета. В экспозиции представлен очень обширный материал – документы, книги, монографии, старинные фотографии и многое другое. Временной период, начиная с 1923 года и по сегодняшний день. В библиотеке НГУ организована выставка «Латиница-кириллица. История ингушской письменности». Интерес данной выставки появился, когда Бешнаков Газиков предложил нам материал. Мы, конечно же, заинтересовались и решили показать, устроить выставку, собрать людей, показать. Эта выставка интересна не только для филологов, для студентов, но и для языковедов, для простых людей. Им, наверное, тоже будет интересно узнать вообще, как появилась ингушская письменность. Под выставку библиотека отвела 2 стенда. На одном мы можем увидеть различную литературу. Книгу для чтения, изданную в 30-х годах под авторством Заурбека Мальсагова. Что примечательно, написана она латиницей. Интересная работа и Муртсала Цакиева «Ахархо», год издания 1926. Это человек, который работал, выпускал разные издания. Вот тут, например, его книга «Ахархо». Тут есть еще Салтаби Саутиев, это фото 30-х годов, тут он со своей семьей, и он сам был расстрелян в 1937 году. Тут есть его книга, Дешера книжка. Первый ингушский абыт, редкие архивные труды и художественные произведения ингушских писателей, языковедов, ученых, краеведов. Заурбека Мальсагова, Тимбота Бекова, Багудина Дахкилькова, Чебихан Горчханова, Арцхоя Дашлаку Мальсаговых, российского и советского востоковеда и кавказоведа Николая Мара. Материалы представлены на выставке по своей сути, уникальные и редкие. Вот тут Мальсагов Арцхо Артаганович и Мальсагов Дашлко Дохович. Они вместе работали над книгой «Прилив», хотя у нас нет копий, но она издавалась. Учителя, которые вообще работали в школе, это Альтимиров Мингу Альтимирович, Зязиков Байсултан Мачкоевич и Мурзабеков Осман. Сокровищницей библиотеки ингушского языкознания можно считать и единственную сохранившуюся монографию, работу Марьям Чинтиевой «История чечено-ингушской письменности» за 1958 год. Как известно, язык письменный сложился по большей части из литературы, а она зародилась на страницах одной из самых старых газет – «Сердало». Здесь фотография, это город Владикавказ. Это здание 1920-30-х годов, размещалась редакция и типография газеты «Сердало». У нас есть еще портреты коллектива книжного издательства «Сердало». Тут их 2, в разное время сделаны. Вот тут номер газеты «Сердало», это на латинице. А вот тут опять же номер газеты «Сердало», только это кириллица. Редкое издание, у нас оно есть. Цель данной выставки – показать историю возникновения и развития ингушской письменности в фотографиях, документах, книгах, монографиях и лицах, чтобы посетители, а это по большей части студенты, знали свой язык, и у них был стимул изучать его и передавать следующему поколению. Ведь, как говорил Михаил Шолохов, величайшее богатство народа – его язык.